Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива», с вами Юрий Гемельфарб и Александр Глущенко. 20 июня текущего года ранее арестованный по делу о митинге в Магасе глава Совета тейпов ингушского народа Малсах Ужахов, он был обвинен в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Ему вменяют создание некоммерческой организации, говоря юридическим языком, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных противоправных действий. Но все дело в том, что, по сути дела, под такой организацией подразумевается ни много ни мало, как Совет тейпов ингушского народа. Возникает вопрос, к чему это может привести? И вот сегодня нам с этим вопросом поможет разобраться ингушский правозащитник Руслан Албаков-Мершти. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Руслан, первый вопрос. Откуда ветер дует? Что вообще произошло? Вы можете вкратце рассказать? Здесь все на грани абсурда. Я знаю эту организацию практически с самого начала ее создания. В 2016-м я на общественных началах выполнял работу делопроизводителя. И с самого начала создания они никогда не позволяли себе каких-то резких выпадов или что-то такое противозаконное, чтобы могло как-то повлиять и на их работу, и вообще на отношение к ним. Малсах Ужахов, он просто человек, я извиняюсь, не от мира сего, он очень глубокий человек, душевно глубокий, он и поэт, у него масса стихов, я вот не знаю, издал он сборник, у него великолепные стихи. Он настолько все делает безупречно, и вот вся работа Совета тейпов ингушского народа с самого начала их деятельности была прозрачной. Они неоднократно, я сам печатал эти письма, посылали письма и в администрацию главы, и в парламент, чтобы принимали участие в различных мероприятиях, конференциях, каких-то заседаниях представителей и парламента, и депутаты, и чиновники, и правительства. Но на моей памяти нет такого случая, чтобы хоть какая-то реакция была со стороны властей. Вот. Но тем не менее он безупречно вел работу, документацию, все четко. Это человек, как сказать, системный. Вот. Он, к нему комар носа не подточит, что называется. И больше всего, мне кажется, как раз это и раздражало власти, это чиновников, потому что Совет тейпов регулярно обращался в федеральный центр по коррупции, нарушению прав человека, масса вопросов. Я лично печатал массу бумаг, отправлял в федеральный центр. Но процедура была такая. Отписывалась, допустим, жалоба на какого-то чиновника или на какой-то орган исполнительной власти. Эта жалоба посылалась тому, на кого она писалась, абсурд полный. Но мы в каком-то театре абсурда давно уже здесь существуем. Вот. И вот эта вот статья, вторая статья 239, это часть вторая, статья 239, вот эта формулировка, деятельность организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан от отказа гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных действий. Так как раз Совет тейпов указывал федеральной власти на протяжении всей своей деятельности на то, что наша власть, она побуждает граждан каким-то вызовом, я не знаю, протестом и так далее, и так далее. И что граждане уже устали
от этого произвола, который у нас в республике творится. Ну вот тут такие противоречия, что хоть стой, хоть падай. Саш, а теперь у меня к тебе вопрос. Насколько это тяжелая статья и какая там необходима доказательная база? Доказательная база. Статья это, как обычно, вот у нас много таких статей появилось. Статья, скажем так, расплывчатая. Расплывчатая. Вот просто можно ее оценить. Вот смотри, создание некоммерческой организации. Прям по пунктам. Под некоммерческой организацией можно подразумевать все, что угодно. Зарегистрированную в Министерстве юстиции, не зарегистрированную в Министерстве юстиции. Все, что угодно является некоммерческой. Даже садовое товарищество является некоммерческой организацией. Грубо говоря, там 10 дачников собрались, и они уже организация. Либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, но об этом речь вообще не идет. Это коренные жители России, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Под побуждением к исполнению обязанностей можно тоже представить все, что угодно. Тем более собрать лжесвидетельские показания. Допустим, вот эти люди, вот эти там 3-5 людей призывали меня не исполнять обязанности, допустим, уклониться от призыва в армию. Например, я просто вот так вот говорю. Или там уклониться от уплаты налогов. Всегда эти стрелки можно перевести на любого. Ну и, наконец, к совершению иных противоправных действий. Вот это слово мне очень нравится вообще в нашей юридической казуистике. Иных противоправных действий. Допустим, брошенный на улице окурок является противоправным действием. Ну да. По идее, если 5 собравшихся людей, проголосовавших, что они создают незарегистрированную некоммерческую организацию, допустим, курильщиков, я просто простейшие привожу примеры, и будут ходить по улице и говорить: граждане, бросайте окурки, где попало, мимо урны, в конечном итоге это все подходит под вот эти вот действия. А равно руководство такой организации, либо структурным подразделением. Ну, правильно, кто-то один из 5 собравшихся курильщиков, или там пьяниц в конечном итоге, что мы тоже можем признать общественной организацией, если они просто напишут на клочке промокашки протокол о своем учреждении. Все это можно признать руководством. Самая интересная санкция этой статьи, сказать, что она очень тяжкая, практически нельзя, потому что здесь лишение свободы предусматривается до 3 лет. Но то, что за эту статью можно хватать любого встречного, поперечного, кто занимается вообще любой общественной работой, потому что любая общественная организация в любом случае призывает к изменению законодательства. Как правило, если она политического толка или правозащитного толка, она призывает изменить законодательство. Значит, она призывает в конечном итоге добиться неисполнения неправильных, на их взгляд, норм законодательства. Значит, это уже может восприниматься как призыв. Руслан, но вот мне одному кажется, что, по сути дела, в самом факте ареста Малсага Ужахова содержится такой очень забавный подтекст. Значит, Совет тейпов ингушского народа нехорошая организация? Или я неправильно это понимаю? Вы правильно понимаете, тут в сущности копают не под Малсага Ужахова, а копают под весь народ ингушский. Потому что в Совете тейпов ингушского народа практически все фамилии, известные фамилии, представители всех известных фамилий в Ингушетии, и все уважаемые люди, потому что, чтобы вступить в Совет тейпов ингушского народа, тебя должны представлять другие уважаемые люди твоей фамилии. Это очень важный фактор, потому что абы кого туда не принимают, так сказать. Вот. И получается так, если уважаемые люди, которые обсуждают, переживают, заботятся о всем происходящем в нашей республике, если их председатель подпадает под эту статью, то автоматически они все становятся, я извиняюсь, вот по статье 239 люди, которые буквально здесь переворот хотят совершить. И призывают общественность к неповиновению, так сказать. Но это удар по народу, это удар по ингушскому народу. В заключение у меня вопрос и к вам, Руслан, и к тебе, Саша. Ну, вначале я прошу Руслана ответить.
Если, по сути дела, получен карт-бланш вот таким вот обвинением для того, чтобы закрывать Совет тейпов ингушского народа, ну вот закроют они, не дай бог, Совет тейпов ингушского народа, что дальше-то будет? Ведь это не просто организация, что по принципу дайте телефон, я кому звонить, я хочу быть членом Совета тейпов. Ну, я это не смогу, Саша это не сможет, это совершенно очевидно. Но вот закроют они Совет тейпов. Что дальше-то может там произойти? Я вам пример приведу, маленький исторический пример, который происходил в советское время. Когда ингуши вернулись из депортации, вот у нас, допустим, в селе, были вот эти группы, мы, в общем, мы зикр делаем каждое воскресенье, делаем зикр, вправляем свои религиозные службы. И тогда это было, преследовалось, привлекались и к уголовной ответственности люди, которые участвовали или создавали, из партии исключали людей там, и так далее. Вот. Но люди все равно продолжали собираться каждое воскресенье подпольно и делали этот зикр, молились Всевышнему, и никто не смог им это запретить, никакие карательные меры. Тут то же самое, распустят они, не дадут им ни одно помещение. Они будут сегодня собираться, допустим, у одного члена Совета тейпов. Благо, что у большинства у нас добротные дома, есть двор, навес там и так далее, помещение. Вот. Будут у одного, потом у другого. Все равно, я вам говорил на одном из прошлых интервью, это все равно, что запретить нашим старикам носить папаху. Это бессмысленно. Они как были Советом тейпов, так и останутся. Иншаллах. Саша, а ты как думаешь, к чему это может привести? Я думаю, люди, которые состоят в этой организации, можно сказать, в общем-то, это элита, в хорошем смысле элита, не какие-то там воровская элита, а элита ингушского общества. Она достаточно, это люди достаточно разумные, достаточно мудрые. Естественно, дальнейшего обострения, скорее всего, они не допустят в республике. Но вот единственное то, что они, естественно, подвергают, участвуя себя в этой организации, они подвергают себя определенному риску, потому что вот эта ползучая реакция, так называемая, связанная с возбуждением уголовных дел, административных дел, она может пойти дальше. Мы же знаем, что там задерживали даже исполняющего обязанности председателя Совета тейпов в Карбулаке, держали его в отделении полиции. Вот. Они подвергают себя определенному риску, но на сегодняшний день, скорее всего, это является единственным противовесом вот на этих весах воровской власти. Они же не дают ей разгуляться до конца и просто подмять под себя ингушский народ. Ну что ж, друзья, вы слышали точку зрения ингушского правозащитника Руслана Албакова-Мершки по поводу того, что против главы Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова, который ранее уже был арестован по делу о митинге в Магасе, его теперь обвиняют в создании организации, которая посягает на права и личность ингушского народа. По сути дела, это идет обвинение в адрес всего Совета тейпов. Мы будем следить за развитием ситуации. До свидания. До свидания.